Деревня Сюлатуй. Местные жители падают на колени от ужаса. Небо гремит и швыряет в них горящие каменные глыбы. Население в беспамятстве бежит за спасением в лес. Но вековые ели и сосны ломаются в щепки от ревущих болидов. В темноте люди падают в неизвестный овраг глубиной более 10 метров. Именно здесь, по легенде, около 300 лет назад, жители окрестных деревень скрылись от каменного дождя. Вокруг этого места имеются сотни больших ям. Так что вполне правдоподобная версия, что это был настоящий метеоритный дождь. Овраг примечателен не только своей нехарактерной глубиной, но и высокими деревьями по краям, которые придавали ему дополнительной защиты. Сразу два кристально чистых ручья текут по дну оврага и даже сплетаются в один большой. Это нечастое явление. Именно благодаря им люди смогли продержаться здесь необходимое время, пока не закончился этот ад наверху. Произошло это, кстати, 28 июля, в день святых Кирика и Иулиты. В честь своего чудесного спасения местные жители дали обет, что каждый год они именно на этом месте будут отмечать этот праздник. И никому нельзя его пропускать. Но один мужик решил не спускаться во враг на праздник. Остался строить дом, спешил. Закончилось тем, что его топор воткнулся ему в ногу. Поговаривают и о целебных свойствах этих ручьев. В 1900-х годах эпидемия чесотки повергла народ в отчаяние. Но одна старожилка вспомнила про чудесные свойства этого места. Взяла в охапку больных внуков, притащила во враг, омыла в этих ручьях, и они наконец выздоровели. Потом и вся деревня там вылечилась. Крест новенький, но традиция, связанная с этим местом, тянется из тьмы веков. Приходят люди и по сей день, но не из трепета и страха, а из благодарности. Если бы не этот овраг, не было бы ни их предков. Лес близ села Сюлатуй, Усть-Вымский район, Республика Коми.